Сбежавшая из запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ жительница Ингушетии рассказала сотрудникам ФСБ о месяце, который она провела в рядах боевиков. Вернуться на родину Афинат Аскановой помогли турецкие власти. Женщина сама обратилась к ним за помощью после того, как разочаровалась в своем выборе. На попутках вместе с малолетним сыном она добралась до сирийской границы, где ее переправили в Стамбул. По словам Афинат, вербовщики через интернет убедили ее оставить родителей и своими глазами увидеть, как на Ближнем Востоке создается идеальное, по мнению экстремистов, государство. На деле ее выбрали в качестве жены для боевика. Своей участи она должна была дожидаться в специальном лагере для женщин и детей, который называется «Макар». Если я выхожу замуж, конечно, он быстро умрет. И потом я опять попадаю в этот Макар, понимаешь ты? Ты не представляешь, сколько русских и казашек. Сколько? Уйма их. Я их не могу посчитать. Дети там такие, вообще, там рожали они новорожденные, разные, американки, чернокожие, с детьми, не детьми, очень разные люди. В Саудовской Аравии. По последним данным, в рядах экстремистской группировки ИГИЛ воюют от 5 до 7 тысяч выходцев из СНГ.